эфире 7 дней плюс. Пешеходы против автомобилистов. Имеет ли пешеход преимущество перед водителем? И для кого создан этот город? Эту всегда актуальную и острую тему сегодня обсуждаем с советником мэра города Иннополис, основателем общественной группы по вопросам благоустройства, урбанистом Ленаром Ильшатовичем Шагиевым. Ленар Ильшатович, добрый день. Добрый день. Ленар Ильшатович, ну давайте сразу, да, вот актуальная тема всегда. Сейчас, тем более, когда вот началась зима, выпал этот снег, автомобилистам негде парковаться, трудно ходить пешеходам. Расскажите, вот эта конфронтация, да, вот этих двух сторон, вечная война, она продолжается вот последние уже, всю жизнь, наверное, насколько вот она существует, да, вот что изменилось за последние 10 лет, кто нас сталкивает? Почему это происходит? На самом деле здесь нету никакой конфронтации. Нету никакого разделения между автомобилистами и пешеходами, по большому счету. Вот вы так говорите, как будто вот они друг против друга воюют, да, и либо одни победят, либо другие. На самом деле любой автомобилист является также пешеходом. Он где-то выходит из машины и идет по этим же улицам, да. А еще, например, там его дети или родители или кто-то еще тоже ходит по этим улицам так же, как и они. Но что происходит? Мы выходим из своего подъезда очень часто и видим, что вокруг все заставлено машинами. По тротуару невозможно идти, потому что там припаркованы автомобили. И если у меня нет автомобиля, я чувствую себя уже как-то некомфортно, потому что среда становится агрессивной. Сейчас идет большое движение активное к тому, чтобы города становились больше похожими на города для людей. То есть контролируется, чтобы не было парковок на тех же тротуарах, да, делаются там обновление дворов, делается развитие общественных пространств, пешеходных каких-то маршрутов, зон и так далее. Но это и происходит довольно медленно. И здесь почему медленно? Вопрос на самом деле немножко сложнее. Нельзя сказать просто, что давайте мы сделаем больше парковок, больше дорог, и всем станет хорошо. Так не бывает, так не работает. Каждый человек, когда он покупает автомобиль, хочет, чтобы у него перед подъездом было парковочное место. Но он же хочет, чтобы его дети безопасно дошли в школу. Он же хочет, чтобы он мог где-то в выходные погулять, чтобы мог спокойно сходить в магазин. Или чтобы в случае какого-то несчастного случая, например, скорая могла доехать, да? Но при этом как она доедет, если все запарковано, все забито машинами, и проезды рассчитаны, например, для пожарной техники, там пожарная машина проехать не может. И вы спрашиваете про конфронтацию между водителями и пешеходами, но ее нет. Очень часто люди вынуждены покупать автомобиль, потому что у них нет способов комфортно передвигаться без автомобиля. Ну, смотрите, вот я помню, да, вот это время, когда были вот эти специальные стоянки, буквально там это было, я не знаю, лет 15 назад, наверное, да, когда каждый человек там мог, когда приезжал до дома, он отправлял на специальную стоянку, вот это ночные стоянки, да, платные они были, оставлял там свой автомобиль и шел там пешком, может быть, даже через несколько дворов шел, да, и приходил домой. И как-то вот никого это не волновало. Вот сейчас вот как бы если человек не поставил себя под окнами, у него истерика, понимаете, паника, как правило, да? Почему? Почему? Вот что произошло какое-то переосознание, хотя как раз-таки вроде бы и парковок стало больше, и машин стало больше. Стоянок, кстати, стало меньше платных, наверное, ночных. Сейчас уже я даже не знаю, есть ли они в Казани, например. Ну, смотрите, сложно сравнивать с теми временами, когда уровень автомобилизации был на порядок ниже. Автомобилизация растет, каждый автомобиль требует какого-то места для парковки. И почему-то каждый человек, покупая автомобиль, считает, что город обязан ему предоставить там место для его парковки. И город бы с удовольствием это сделал, если бы это было физически возможно. Вы просто чисто математически, если посчитать, вот для организации одного парковочного места нужно 25 квадратных метров.
И попробуйте умножить, там, сколько квартир в доме, умножить на 25 квадратных метров и посчитать, сколько футбольных полей нужно рядом парковки такое организовать. И, естественно, физически город не может вместить парковки для всех. И вот эта идея, когда люди говорят, постройте больше парковок, она утопична. Это невозможно. Город должен быть приспособлен к тому, чтобы человек мог передвигаться без автомобиля. Только в этом случае современный город может развиваться. Да, это один из принципов устойчивого развития городов. Мне кажется, мы не очень успешно к этому идем. То есть люди не очень хотят пересаживаться с автомобиля. Проблема даже не в том, что не хотят, проблема в том, что не могут. Сейчас общественный транспорт у нас ходит довольно плохо. Я не могу комфортно передвигаться на общественном транспорте. Тут две проблемы. Первая, я не могу комфортно дойти до остановки общественного транспорта, да, потому что там не почищены от снега пешеходные дорожки. Дороги чистят в первую очередь, тротуары во вторую, и часто их очень плохо чистят. И там много проблем, почему это возникает. Строится все так, что по этим дорогам невозможно идти. Во время там дождей или весенний период по ним невозможно идти, потому что все заливается, да, тоже никто не делает ни дренаж, ни отвод воды, не какое-то комфортное передвижение. Самое главное, страшно часто ходить, потому что тебе нужно перейти какую-то дорогу, которая несет высокие риски для твоей жизни. А потом ты ждешь автобус, к тебе приезжает грязный старый автобус, который не так дешев для многих жителей, который не факт, что приедет вовремя, возможно, его придется долго ждать. Почему это происходит? Потому что сейчас очень часто общественный транспорт воспринимается как некий бизнес, да? Но общественный транспорт – это commodity, это общественная услуга, которая обязательно должна быть у жителей. Смысл города вообще в чем? В чем отличие города от деревни? Да? В том, что город – это место, где компактно живут люди с высокой плотностью. И вот эта высокая плотность дает возможность делать лучше инфраструктуру, иметь больше разных ресурсов, да, то есть у тебя будет там асфальт, магазины, парки, все остальное, все где-то в шаговой доступности. А при высокой плотности физически места немного, и невозможно обеспечить, чтобы все это место было занято дорогами. Важно, чтобы у людей была возможность быстро добраться туда, куда им нужно. И многие современные города идут к такой концепции 5-минутного города или 15-минутного города. Смысл в том, что ты за 15 минут без автомобиля мог бы добраться до точек притяжения. Там, школы, больницы, работы, магазинов, там, спорткомплекса. Вот. Каким образом? Первое – это развитие велопешеходной инфраструктуры. То есть, в первую очередь, мы должны рассчитывать на то, чтобы люди могли добраться пешком. Потому что чем больше людей могут добраться пешком или на велосипеде, тем меньше людям нужно садиться за автомобиль, за руль. Потому что сейчас очень часто бывает такое. Вот жили люди спокойно, у них магазин был через дорогу, они туда ходили, у них 2 минуты до магазина. Потом эту тихую, спокойную улочку превращают в шоссе, там 2-3 полосы в каждую сторону, и до пешеходного перехода надо идти 500 метров. И человек, естественно, не может и не будет уже ходить 500 метров в одну сторону, 500 метров в другую сторону, чтобы перейти эту дорогу. Он будет либо перебегать с опасностью для жизни, либо уже будет думать о том, что мне тоже нужен автомобиль, мне тоже надо сесть за руль, чтобы доехать до этого магазина, который находится в 100 метрах. Вы реально верите, что велодорожки и вот подобные изменения, они вот стимулируют людей слезть с автомобиля? Есть комплекс мер, подождите. Это первое, да? У нас денег не хватит на все это. Подождите, вы говорите, денег не хватит. На дороге хватает денег? Тут вопрос приоритетов, я так понимаю, да? Смотрите, у нас есть пирамида приоритетов, которые в международной практике заложено, то есть это как бы непреложный закон, с этим никто не спорит. И у нас на уровне законов тоже установлен пирамида приоритетов. В первую очередь у нас должен быть приоритет на пешеходную доступность, потом общественный транспорт, потом уже едущие автомобили. И только на последнем месте это стоящие автомобили, то есть парковки. У нас проблема с тем, что ты на автобусе, тебе некомфортно ездить на автобусе, и когда ты едешь, ты также стоишь в пробке вместе со всеми.
То есть для того, чтобы уменьшить там те самые пробки, нам нужно обеспечить нормальное передвижение общественного транспорта. То есть нужно в это вкладываться. Да? У нас Казань находится на первом месте по цифрам, по количеству автобусных полос. Так. Но по факту это не так. Потому что эти автобусные полосы, смотрите, вот нарисовали автобусные полосы, буквы А, да. Но там ездят автомобили. Да, а какая разница, что там написано буква А, если во время пробки эту автобусную полосу также занимает... Ну а как это предотвратить? Штрафы-то есть вроде бы. Подождите, я вам расскажу. Хорошо, давайте. Штрафы есть, но нет, они не работают практически. Если бы были штрафы, то на автобусные полосы бы не выезжали. Вот смотрите, пример. Когда вы едете в Москве, там видно, там сейчас много где есть очень хороший контроль. И автобусные полосы действительно не занимают, они свободные, автобусы по ним ездят довольно хорошо и быстро. У нас контроля нет. Камеры где-то есть, но они работают очень плохо. Штрафы по ним приходят крайне редко. И вопрос, есть ли кто-нибудь, кто вообще этим занимается, кто заинтересован в том, чтобы у нас автобусы ходили быстро по расписанию, вовремя, и людям было комфортно добираться. Есть, смотрите, есть там, в урбанистике некоторые законы. Да? Один из этих законов гласит так, что чем быстрее передвигается общественный транспорт, тем быстрее ездят люди на личных автомобилях. То есть мы думаем, то есть обычный... как это работает? Вот смотрите, сейчас объясню. Обыватель думает, что вы у меня урезали полосу, да, нам теперь меньше полос для езды на своих автомобилях, там будут автобусы, она все равно пустая стоит, чего вы мешаете мне по ней ездить? Но потом эту полосу занимает, автобусы встают в пробку, люди, которые стоят в этой пробке в автобусе, смотрят сидят в давке и смотрят на тех, кто в комфорте сидит хотя бы в своей машине в той же пробке и думают, нет, я лучше на своей машине тоже завтра поеду, и начинают ехать так же. В итоге пробка увеличивается. При этом автобус, который стоит в пробке, он же не только задерживает тех людей, которые едут в этом автобусе, он еще задерживает тысячи людей, которые ждут на остановке его, из-за того, что каждый цикл понятно. Этого маршрута задерживается. Кто такой глубокий анализ провел? Просто интересно, но серьезно? Смотрите, дальше. Если мы делаем выделенные общественные полосы, выделенные автобусные полосы для людей, чтобы они могли на автобусе доехать быстрее, чем на личном автомобиле, баланс сдвигается. То есть часть людей, которые стоят в пробке на своем автомобиле, смотрят, что автобус проезжает быстро. Думают, а зачем я буду стоять в пробке? Поеду я завтра тоже на автобусе. Садятся на автобус, в следующий день пробок меньше. Это работает довольно быстро. И то же самое с расширением дорог. Очень часто бывает, что если бездумно просто строят новую дорогу или расширяют полосы, это приводит не к увеличению пропускной способности, а наоборот к снижению. Хотя, казалось бы, мы же все знаем, да, что когда расширили дорогу, первое время ездить по ней одно удовольствие. Легко, быстро, но через некоторое время пробок становится больше. Это тоже одни из законов урбанистики, потому что нужно моделировать будущее. У нас моделирование применяется не очень хорошо. Довольно редко, когда дорожные какие-то решения об инфраструктуре принимаются действительно с учетом моделирования. Вот там строят условно какой-нибудь жилой комплекс на вроде Салават-Купере, да, рассчитывают ли какой пассажиропоток, то есть сколько людей будет ездить оттуда в центр и обратно, на чем они будут ездить, как. И если это не рассчитывают, не закладывают общественный транспорт, естественно, возникают проблемы потом, что люди все пытаются ездить на личных автомобилях, парковок, естественно, нету на всех. Мы видим, что там везде стоят знаки «запрет парковки», но везде под ними запаркованы. Тротуары запаркованы, газоны вокруг, поле тоже запарковано. Кому от этого хорошо? Здесь, еще раз возвращаясь к вопросу, чем больше, принцип здесь такой, чем больше мы вкладываемся в пешеходную инфраструктуру и в общественный транспорт, тем лучше становится водителем автомобилей. Я водитель, да, у меня почти 20-летний стаж, и я раньше думал точно так же, что надо сделать пошире дороги, и все будет хорошо. Но начав изучать транспортную тему, начав изучать, как работают вообще транспортное моделирование, транспортные системы городов, стал понимать, что здесь не все так просто. И часто здесь работает контринтуитивно. Ну, смотрите, об этом же говорят уже давно достаточно и урбанисты, эксперты по поводу того, что расширение дорог не работает. Да? Нет, нельзя говорить, что оно не работает. Оно часто не работает.
То есть нужно очень с умом подходить к тому, Мы как как-то это вообще делать. продвинулись последние, я не знаю, лет 5 вообще в этой области? Насколько я понимаю, сейчас возникло хотя бы понимание, что проблемы есть, и надо с этим делать. То есть У нас, за есть, это время у нас поняли. появился институт пространственного планирования, да, и который сейчас планирует будущее развитие Казани. Я надеюсь, что там через 10 лет мы увидим какие-то результаты вот этой работы. И еще один момент. То, что мы сейчас в Казани с чем сталкиваемся, в Москве, например, уже прошли. Сейчас видно вот последние годы, как сильно меняется вообще центр Москвы и общественный транспорт. Да, можно сказать, что у них очень много денег, но часто дело не только в деньгах. Есть много решений, которые можно сделать Москва очень просто. Город большой, конечно, там и сложнее, наверное, эту логистику настроить. Очень сложно, Очень да. сложно. Но по факту, что мы видим? Вот у меня большинство друзей, кто живет в Москве, у них, у многих есть машина, у многих нет, но на работу почти все ездят на общественном транспорте, потому что это быстрее, удобнее, эффективнее. И второе, мы видим, когда гуляешь по центру, что тротуары, пешеходное пространство везде расширяют, внутренние разные проезды делают однополосными, сужают дороги, да, делают комфортным передвижение, опять-таки, пешком, на велосипедах и возможность быстро, удобно добраться на общественном транспорте. В итоге Москва идет к тому, что у нее очень сильно снизилась смертность на дорогах, и вообще комфорт передвижения стал намного выше. И если бы этого не делалось, то... мы помним, что Москва уже в 90-х годах стояла в пробках, да? Вот, и поняли, что просто расширением дорог это не изменить. И начали что нам мешает? Почему мы не можем сделать так же? Конечно, я понимаю, что не вы отвечаете за этот вопрос, но все-таки, наверное, изучали, я думаю, да? В чем проблема? То есть почему? То есть денег не хватает? Что? То есть кто-то должен заняться этим конкретно вплотную? Ресурсов каких-то? Мне сложно ответить на этот вопрос, но одна из причин, как мне кажется, в том, что люди, которые принимают решения, они часто на своей шкуре не очень это ощущают. То есть, вот я приведу пример в Иннополисе, да, у нас мэр вот да, у вас ходит пешком по городу, живет в этом городе, ездит на велосипеде, его дети ходят там по этому же городу, и он чувствует это на себе. Мне вот просто интересно, кстати, вот немножко это... Иннополис изначально строился как вот такой, Нет. как будто бы пешеходный город, или просто это потом так вот случилось? Смотрите, в Иннополисе сейчас не совсем идеальная, скажем так, велопешеходная инфраструктура. И хоть и изначально закладывались там велодорожки, да, закладывалась пешеходная инфраструктура, но она была не очень связанная. То есть ты можешь передвигаться в рамках одного квартала, например, но между кварталами связи нет. Есть пешеходные подземные переходы, что, естественно, в маленьком городе не работает при маленьком трафике. Потом уже, видя, что здесь есть проблемы, стали немножко переделывать. Стали делать наземные переходы вместо этого, меры успокоения движения, много вещей, которые делали просто по привычке, потому что так везде делается. Да? Например, там заборы везде понаставили. В Казани тоже много заборов, это большая проблема. А в большинстве мест заборы не нужны. И вот добились того, что заборы в итоге в большинстве мест убрали, потому что они снижают безопасность, хотя, по идее, должны повышать, но на самом деле снижают, да, там снижают обзор, и просто эстетически некрасивы. Ну а вот смотрите, в Иннополисе вот то, что там запрет парковок во дворах, да, вот эти вот буйки там стоят. Они до сих пор стоят, кстати? До сих пор стоят, но так? сейчас на зиму их убирают. Смотрите, то здесь... есть как это работает? Почему у нас такое нельзя сделать? Это бессмысленно? Здесь, у нас слишком много машин? Здесь все на самом деле просто, здесь общественный договор скорее работает. Это речь не о том, что мы поставили знаки, и там парковаться нельзя. По знакам, на самом деле, там такого ограничения нет. Но есть обсуждение жителей между собой, что парковаться во дворах – это нехорошо. Это создает опасность, это создает там, дискомфорт, это неуютно, да, никому от этого неприятно. И когда кто-то встает, там новый человек приехал, переехал, оставил машину во дворе, ему объясняют, что так не надо, у нас так не принято. Вот есть там подземная парковка, пожалуйста, туда поставь, либо вот там есть отдельно, можешь убрать. И здесь работает эффект разбитых окон. Потому что если один человек поставит на ночь,
И мы с этим сталкивались. В Иннополисе тоже такое было. Вначале один, потом второй. И через 2 недели мы видим, что весь двор запаркован. И пришлось ходить с каждым, разговаривать, объяснять, чтобы от этого Интересно, уйти. какие осознанные жители, слушайте, в Иннополисе, что вот они изначально решили, что не стоит ставить во дворах автомобили, как-то сами по себе договорились. Как это вообще работает? То есть там малочисленность такая или что? Там уже достаточно большой. Обычно такие вещи решаются, когда есть, скажем, кто-то, кому больше всех надо, как обычно. Были активные жители какие-то? Есть обычно кто-то активные жители, кто начинает это продвигать, убеждать и воздействовать на остальных. То есть они получают там поддержку у большинства жителей, и тогда уже... Вот вы за то, чтобы, например, убрать парковки со двора в Казани, например? Да, смотрите. Прям за это, да? Ну, конечно. Полностью. Двор для пешехода? Двор должен быть для пешеходов. Во двор можно заехать, чтобы разгрузиться, или там, если скорая приехала, да, если там высадить кого-то. Но машин во дворе на постоянной основе быть не должно. Почему? Потому что это, во-первых, ни один двор в обычном городе не может поместить автомобили для всех. И тогда возникает вопрос, а по какому принципу должно делиться это пространство? Его всегда не хватает. Вечные войны. Да, и Мое место. Это повод для вот этой конфронтации между жителями. Зачем это нужно? Второе. Очень много людей, особенно детей, сбивают во дворах из-за припаркованных автомобилей. Человек думает, я тут припарковался, я же никому не мешаю. На самом деле, таким образом он создает смертельную опасность. Дети очень часто на эмоциях во время игры не смотрят по сторонам, выбегают. Таких видео очень много, детей очень много сбивают, и не хочется, чтобы это повторялось. И каждый, кто оставляет машину во дворе, он создает таким образом... Но не нужно ли сделать риск. сюда парковку за двором, где-то там, я не знаю, где-то создать? С парковками вообще глобально, как я говорил, есть большой вопрос. А кто должен оплачивать эти парковки? Нам кажется, что сделали парковки во дворе, они бесплатные. Но на самом деле это не так. Я не знаю, у меня нет цифр показания, но я видел расчет в одном из городов России, что обустройство и содержание одного парковочного места выходит примерно 60-70 тысяч рублей в год. То есть кто должен платить? Город они считают, что должен платить. Мы налоги платим. А город это кто? Это мы, наши налоги. Теперь вопрос. Вот если я, например, не владею автомобилем и выбрал сознательно ездить на общественном транспорте, на такси, почему я должен платить за парковку других людей? Почему она должна занимать вот это ценное пространство во дворе? Вообще пространство во дворе – это общественное пространство, которое должно использоваться максимально эффективно для всех жителей. Придворовая территория, насколько я помню, принадлежит все-таки жильцам. Да. И она должна быть максимально полезна для жителей. То есть, а когда мы выделяем 25 квадратных метров для парковки одного автомобиля, одного жителя, это точно самый эффективный способ использования пространства. Может быть, там нужно какую-то инфраструктуру поставить, малоархитектурные формы, детские какие-то вещи, возможности для взрослых провести время. Вот раньше, я помню, во дворах по вечерам сидели взрослые, общались, занимались какими-то вещами, может, в шахматы играли, еще что-то. Сейчас этого крайне мало. Сейчас дворы не воспринимаются как некое общественное пространство, в котором можно коммуницировать, проводить время вместе с соседями. И с соседями у нас осталось практически 1,5 минуты. Я не успела вам задать вопрос про не дворовые парковки, а про наши, на которые повысилась цена у нас в центре города. Это уже в некоторых местах 100. Да, вы уйдете к этому 100 рублей за парковку. Но это не наглость? Многие так считают. Тут все очень просто. И когда ресурс ограничен, его нужен какой-то способ контроля, как выбрать, кто будет занимать. Очень часто мы видим, что люди просто бросают автомобиль, и он там месяцами стоит, занимает место. Это неправильно. А если место ограничено, то цена должна быть такая, чтобы всегда было место
чтобы я мог приехать и встать, там, сходить куда-то по делам и уехать, если мне нужно. Но при этом, чтобы она и не пустовала. То есть ценообразование должно быть динамическое. Вот у нас сейчас есть проблема, что, например, в субботу я приезжаю к Черному озеру, и там невозможно припарковаться. Я не смог найти место, потому что в воскресенье, извиняюсь, потому что в воскресенье парковка бесплатная. И там невозможно. Это неправильно. Я бы с удовольствием заплатил деньги, чтобы иметь возможность... Ну, вообще, основной тезис, я так понимаю, основных парковок, это все-таки мы платим за то, что... Вы должны платить за то, чтобы вы здесь не стояли, процентр, да? Я плачу за то, чтобы я мог сюда встать. Это делается для меня, как для автомобилиста и для других автомобилистов. Спасибо большое, что вы пришли. Сегодня мы не успели обсудить все вопросы. Друзья, пересаживайтесь на общественный транспорт, слезайте с автомобилей. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что пригласили. До свидания.